Жать на пол! На пол! Говори! Купур, Дюша, принеси! Руку назад! Мы же просто патриоты, что вы нас снимаете? Киев езжай. Будет наказано данное действие все в уголовном порядке в отношении и организаторов, и участников всех процессов. В моем заведении прозвучали музыки неправильные, нехорошие. Мы пойдем спокойно, без наручников, без ничего. Да? Вы хотели на мне еще наручники? Без прыгни. Следующий этап давления на адвоката в Крыму, по всей видимости, это будут уже уголовные дела. Вони намагаються залякувати всіх, хто хоч якимось чином, навіть трошечки намагається публічно сперечатися і висловлювати свою незгоду. Окупанти стали більш гостріше реагувати на прояви української символіки, української пісні, української мови, українського прапору. Жать на пол! На пол! Ты что, сколько говоришь? Купур, Дюша, принеси! Руку назад! Это видео ФСБ подает как задержание жителя Советского района Крыма, который якобы имел задание следить за сотрудниками ФСБ, фотографировать военные объекты и убить заместителя председателя оккупационной администрации в Херсонской области Кирилла Стремоусова. Казное убийство, органы власти Украины, режим Украины. И все, и на представителя Херсонской военно-гражданской администрации. Украинские силовики эти обвинения не комментировали. Редакция Крымреалий направила информационный запрос в СБУ. Все чаще в Крыму появляются заявления о якобы задержанных диверсантах. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ России несколько раз сообщала о предотвращенных терактах, которые якобы готовили украинцы или симпатизирующие им россияне. После начала полномасштабного вторжения ФСБ усилила преследование за якобы участие в батальоне имени Намана Челебиджихана. Спостерігаються нові тенденції, а саме частіше Російська Федерація почала звинувачувати кримських татар у нібито членстві у добровольчому батальйоні імені Намана Челебіджихана. Якщо за всі попередні роки окупації 6 людей було заарештовані і засуджені за цими статтями, то за останні півроку мінімум 10 осіб були заарештовані, причому більшість з них були викрадені окупантами вже на території Херсонщини і незаконно вивезені в Крим. Таким чином Росія скоїла кілька воєнних злочинів у цих діях. По данным Крымско-татарского ресурсного центра, обвиняемых Россией в участии в этом батальоне даже больше. С 2014 года центр зафиксировал преследование 21 человека. На это время самый большой срок по такому обвинению – 10 лет. В августе к такому сроку заключения российский суд Киевского района Симферополя приговорил 34-летнего жителя Херсонщины Арсена Ибраимова. По данным общественного объединения «Крымсос», к Арсену Ибраимову после задержания применялись пытки. З наших джерел відомо, що його затримували при в'їзді в Крим на КПВВ. Під час затримання його найімовірніше катували, оскільки були помітні почервоніння на його обличчі та тілі. Продолжаются преследования крымских татар по обвинениям в участии в Хизбут Тахрир. Эта организация запрещена в России.
11 августа в Джанкое и Джанкойском районе Крыма прошли массовые обыски у крымско-татарских активистов. Российские силовики задержали 6 мужчин – Велена Тимирьянова, Энвера Кроша, Сеид Яя Абозова, Мурата Мустафаева, Эдема Бекирова и Рената Алиева. По данным адвоката Эмиля Курбединова, сотрудники ФСБ России избили и пытали Энвера Кроша. Людей, которые приезжают поддержать задержанных, разгоняют, рассказывает Лутфия Зудиева. Сегодня было очень много людей возле здания Киевского районного суда. Вот порядка, наверное, 200 человек к вечеру собралось. И я вижу здесь людей с разных районов Крыма. Это говорит о том, что несмотря на то, что слушатели регулярно разгоняют, регулярно сюда приезжают наряды полиции, требуют людей разойтись, они все равно продолжают поддерживать тех людей, которых считают невиновными и которых считают политическими заключенными. 9 сентября в России Южный окружной военный суд приговорил повара Яшара Шихаметова к 11 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Как отмечают в Крымской солидарности, дело против Шихаметова имеет все обвинительные элементы из аналогичных процессов Хизбут-Тахрир. Поводом для задержания и ареста стал обыск. В доме якобы обнаружили запрещенную литературу, но без отпечатков пальцев Шихаметова. Доказательства вины – показания сотрудников ФСБ, составлявших это дело. Допрос анонимных свидетелей, чьи слова невозможно подтвердить в суде. Яшар Шихаметов подготовил 21 лист заметок для своего последнего слова, но он не смог их зачитать. Была вызвана скорая медицинская помощь. Со слов Ишара Рустемовича диагностировала гипертонию. Верхний показатель был 186. Ну, собственно, это состояние близкое к гипертоническому кризису. Состояние у него было очень плохое. Его тошнило, были головные боли, он с трудом передвигался. Тем не менее, к сожалению, врач скорой помощи в своем заключении написал о том, что Шихаметов может принимать участие в судебном заседании. В справке показателей давления указано не было. За годы аннексии Крыма российская власть лишила свободы по обвинению в участии в Хизбут-Тахрир уже почти 150 кримських татар. Зростає кількість жертв політично мотивованих переслідувань і сумарний термін вироків. Станом на серпень цього року 147 осіб в Криму стали жертвами політично мотивованих кримінальних переслідувань. 134 з них перебувають за ґратами. 93 з них вже засуджені до реальних термінів ув'язнення. Причому сумарний термін цих ув'язнень складає аж 1147 років і 2 місяці. Крымские адвокаты, занимающиеся защитой крымчан по политически мотивированным делам, тоже подвергаются давлению. Задержания, админаресты, штрафы, содержание в СИЗО. За 8 лет таких историй преследования защитников набралось уже немало. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Да, мы пойдем спокойно, без наручников, без ничего. Да? Вы хотели на меня еще наручники, без прыжки. Теперь российские власти перешли к новому этапу. Адвокатов лишают лицензий. В августе право работать отобрали у Лили Гимиджи, Рустема Камилева и Назима Шейхмамбетова. Их коллега, адвокат Николай Полозов, считает, что это не что иное, как давление на адвокатов. По всей видимости, заказчики этого давления находятся не только в Крыму, потому что 3 указанных адвоката имели статус, полученный не в Крымской адвокатской палате, а в адвокатской палате Чеченской Республики. И по запросу якобы силовиков из Крыма Чеченская палата лишила их статуса, причем лишила их тайно, без привлечения адвокатов к разбирательству, без возможности оспорить данные решения, абсолютно в кулуарном режиме, с запретом на повторную сдачу экзамена на получение статуса адвоката сроком на год. Это существенно сужает возможности защиты украинских политзаключенных, крымских татар, которых эти адвокаты защищали по этим сфабрикованным уголовным делам. Оставляя адвокатов без лицензии на официальную работу, российские власти таким образом лишают крымчан без защитников в судах, считают в общественном объединении «Крымсос». Близько 15 політв'язнів залишаться без професійної адвокатської допомоги.
оскільки позбавлення адвокатського статусу позбавляє цих осіб можливості захищати своїх підзахисних у кримінальних справах. І таким чином ми спостерігаємо, що Російська Федерація переслідує не лише тих, хто виступає проти репресій, але й переслідує тих, хто захищає жертв політичних репрессий. Адвокат Николай Полозов опасается, что вслед за попытками лишить адвокатов лицензий может последовать их уголовное преследование, поскольку такая практика у российских властей уже используется. Ярким примером является Дмитрий Талантов, адвокат из Удмуртии, он президент Удмуртской палаты, который обвинен по новому закону о фейках в неких публикациях, где он высказывал свою позицию относительно российско-украинской войны, и сейчас он в СИЗО. Поэтому следующий этап давления на адвокатов в Крыму, по всей видимости, это будут уже уголовные дела. Николая Полозова ФСБ также преследовала в Крыму, когда он был адвокатом в резонансных политически мотивированных процессах на полуострове. Что здесь далеко ходить, в отношении меня было 2 попытки возбуждения уголовных дел в Крыму в 2016 и 2017 годах. В 2017 году меня также посещали сотрудники ФСБ, чтобы запугать, чтобы заставить уехать из Крыма, чтобы не защищать крымских татар. Поэтому комбинация различных средств, которые используют силовики для запугивания адвокатов, она теперь пополнилась и лишением статуса. А на этом видео, специально снятом пресс-службой российских силовиков, задерживают симферопольца. Его обвинили в якобы угрозах российским военным, которые принимают участие в войне против Украины. Что именно мужчина написал в телеграм-чате, неизвестно. Мужчине угрожают сроком до 5 лет тюрьмы. По данным объединения «Крымсос», за полгода крымские оккупационные суды рассмотрели 109 дел о якобы дискредитации вооруженных сил России. Только по 2 делам людей признали невиновными. По 96 делам людей оштрафовали в среднем на 30 тысяч рублей. В 31% случаев, отмечает аналитик Крымсос Евгений Ярошенко, крымчан осуждали за размещение постов, фото, комментариев в соцсетях. В 27% случаев невозможно идентифицировать суть обвинений. На сайтах судов информации о них почти нет. У 18% осіб через поодинокі пікети або акції з проукраїнськими чи антивоєнними закликами і плакатами. У 14% випадків за висловлення своєї точки зору. Це могло б бути як прилюдне висловлення своєї думки з критикою дій Росії, так і приватні розмови. І у 10% випадках це протест проти так званої Z-символіки. Це, наприклад, зафарбовування символіки Z на автомобілях або здирання наклеїв, стикерів. Россияне признают, что их армия – это не защитники, а армия войны, отмечает правозащитница Ирина Седова. Абсолютно абсурдні рішення. Такі речі особливо абсурдні, коли пишуть «ми за мір», наприклад, люди, і їх за це штрафують. Вони вважають, що якщо людина пацифіст, вона закликає просто до миру, навіть не каже, що там напад Росії – це погано. Тобто заклики жити мирно і зі своїми сусідами – це дискредитація армії. Тобто це армія війни, і вони самі це признають не просто на словах, а навіть в рішеннях судів. В Севастополе создали чат-бот для доносительства о проукраинских проявлениях в Крыму. Правозащитники давно уже наблюдают, как доносительство на полуострове становится обычной практикой. Навіть родичі доносять ФСБ на своїх родичів, якщо хтось там на кухні сказав, наприклад, що погано, що Росія напала на Україну, то от у нас дружина донесла на чоловіка, учні донесли на вчительку, яка їм намагалася на уроці це розповідати. І співробітники дитячого садочку навіть донесли на вихователя, що вона ось дискредитує, значить, Збройні сили.
В Севастополе учительницу начальных классов 22-й школы уволили за то, что она переставила воздушные шары так, что некоторые из них создали цвета украинского флага и детский рисунок с надписью «1 сентября» на українському язикі. Люди намагаються виражати свій протест, і якщо ми вивчали рішення судів, то різними способами хтось просто прийшов і закидав яйцями військкомат і сказав, що це несправедливо. Хтось в кафе пояснював, показував ролики українських медіа і пояснював, що це геноцид, що це погано. І на нього одразу ж донесли ФСБ і прийшли і оштрафували цю людину. Тобто вони намагаються залякувати всіх, хто хоч якимось чином, навіть трошечки намагається публічно сперечатися і висловлювати свою незгоду з тим, що зараз відбувається. В конце лета в Гагаринском парке Симферополя задержали 5 подростков. Россиянка сняла, как они выкрикивали «Слава Украине!». Вы же просто патриоты, что вы нас снимаете? Киев езжай. Подростков заставили извиняться. В последнее время российская власть в Крыму постоянно использует такой элемент, как записанные силовиками на видео якобы извинения и раскаяние задержанных и арестованных. Це жахлива інформаційно-психологічна операція, інформаційна війна. В рамках цієї інформаційної війни, яка вже 8 років ведеться, зараз підсилилися ці заходи, вони намагаються деморалізувати український спротив в Криму таким чином, і вони намагаються продовжувати знищувати українську ідентичність, все, що стосується української мови, культури, української історії, це для них величезний тригер, тому навіть пісні, навіть якщо там це пісні не про армію, а просто червона калина. В Севастополе мужчину задержали за то, что он пел эту песню в собственной машине. Под эту же песню танцевали на свадьбе в Бахчисарае. Пророссийский блогер Талипов опубликовал это видео в своем телеграм-канале. Назвал песню нацистской, танцующих под нее назвал, цитирую, «тварями». И заявил: «Мы каждого найдем и с каждого спросим». Песни на свадьбе комментировал и российский глава Крыма Сергей Аксенов. На публичных мероприятиях, то есть полностью скандируются украинские лозунги, распеваются песни, там, националистические гимны. Заявил об ответственности за украинские лозунги и песни. Будет наказано данное действие все в уголовном порядке в отношении и организаторов, и участников всех процессов. Мной поручено по каждому такому факту, они в сетях, то есть там появляются регулярно, в том числе в рамках оперативной информации, установить в том числе и всех участников данного мероприятия, которые на кадрах видно поют националистические гимны в данном случае. Привлечение к уголовной ответственности, освобождение от должностей и в том числе прекращение ведения бизнеса на территории, это когда одна из мер на территории Российской Федерации, одна из мер воздействия на всех подобных персонажей. Гостей свадьбы и собственника ресторана российский суд в Бахчисарае обвинил в дискредитации армии России и демонстрации песни «Червона калина», цитирую, которая является боевой песней украинских националистов. Конец цитаты. По информации российского государственного телеканала «Крым-24», организаторов свадьбы и гостей оштрафовали на 50 тысяч рублей. Это больше $800. А также они получили админарест от 5 до 10 суток. Всего наказали 6 человек. Владельцу ресторана «Арпад» суд назначил 15 суток ареста. Через несколько дней появилось видео, в котором мужчина извиняется за, цитирую, «неправильные песни» в его ресторане. Добрый вечер, уважаемые крымчане. Я хочу извиниться за тот произошедший инцидент в городе Бахчисарае, в ресторане «Арпад». Я руководитель этого ресторана. В моем заведении прозвучали музыки неправильные, нехорошие. Я извиняюсь за то, что я не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента и главу Республики Крым Сергея Валерьевича за проведенную спецоперацию. Я против фашизма. Чтобы это не было не пустыми словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине.
Ставленники российских властей заметно нервничают из-за протестных настроений в Крыму, отмечает аналитик Крымсоц Евгений Ярошенко. Окупанти стали більш гостріше реагувати на прояви української символіки, української пісні, української мови, українського прапору. Наприклад, за серпень з відкритих джерел відомо, що діджея в одному кафе засудили до 10 діб адміністративного арешту за те, що він на замовлення одного з клієнтів включив українську пісню. І з відеокліпом, на якій була символіка Азову. Потім його штрафували, і відвідувача кафе також штрафували. А я это выложу, получается, в соцсеть, короче, к Аксенову. Оно дойдет. В крымско-татарском ресурсном центре расценивают это как истерику. Глава центра Эскендер Бариев сообщает в соцсети Facebook, что оккупанты организовывают рейды по свадьбам крымских татар, останавливают свадьбы, угрожают собственникам кафе, задерживают молодоженов, музыкантов, собирают информацию о тех гостях, кто заказывал украинские песни. В целом, правозащитники и аналитики отмечают, что в последние месяцы в Крыму стало гораздо больше протестных проявлений, чем в предыдущие годы. Алексина Драгань для Крым Реалии.